Итак, дорогие друзья, мы же идем дальше. Я вам сообщаю о том, что сегодня Международный день спорта номер 1 в мире. Сегодня день футбола. Футболу в последние годы в нашей республике уделяется особое внимание. Появился профессиональный футбольный клуб с большими задачами. У нас великолепная женская команда, развивается и детский футбол, конечно же. У нас в гостях директор футбольной школы ФК Уфа, руководитель одноименной женской команды Вадим Ахметов. Вадим Рифович, доброе утро. Доброе утро. Ну, во-первых, позвольте поздравить вас с праздником, Всемирный день футбола. К нашим поздравлениям присоединяются и все наши телезрители. Спасибо. Вот первый вопрос. Уже, я так понимаю, можно подводить итоги футбольного года. Правильно, да? Да. Каким он был для республики? Несмотря на то, что год заканчивается на цифру 13, то есть он очень удачным оказался для футбольного клуба Уфа. Главная команда ушла на каникулы, по потерянным очкам она идет на 3-м месте. Женская команда стала бронзовым призером чемпионата первенства России в 1-м дивизионе. Юношеская команда 97-го года бронзовым призером первенства России зоны Урал, Западное Поволжье, Западная Сибирь. Уфа-2, дублирующий состав, стал обладателем Кубка Башкирии и Кубка России в этой же зоне. Поэтому год очень прошел плодотворно. То есть поставленные задачи выполнены или даже больше чем? Я думаю, что даже где-то мы вперед прошли. Здорово. Да. Особенно приятно отметить, как вы уже сказали, что и наша женская команда проявила себя очень удачно в этом году. Можем ли мы рассчитывать на то, что увидим девчонок в высшей лиге? Ну вот спортсмен, он для чего, как говорится, выходит на ринг или на футбольное поле, на хоккейную площадку, чтобы стать первым, правильно? А чтобы, допустим, достигнув какой-то планки, он, естественно, хочет развиваться дальше, проверить свои силы, свой уровень с сильнейшими, на уровне сильнейших. И было бы логично, конечно, пойти в высшую лигу. Но вот помните, Лиля, в том советском тосте старом, когда мужчина встает и говорит: хочу купить «Жигули», но не могу. Могу купить козу, но не хочу. И потом тостующий встает и говорит: выпьем за то, чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями. Поэтому желание-то у клуба есть, у игроков есть, но вот ближайшее будущее покажет, совпадают ли наши желания с возможностями. Ну, если вы сказали, что в этом году ваши цели поставлены, вы даже переплюнули ваши поставленные цели, будем надеяться, что следующий год будет еще более удачным. А мы для этого здесь и работаем, как говорится, да? Конечно. Я Лаберса, увидим девчонок. Причем РФС нас любит, я имею в виду женскую команду Уфы. В Европе о нас уже знают. И поэтому, в принципе, в республике я еще не встречал человека, который был бы против. Поэтому в ближайшие 2 недели, я думаю, все покажет. Буквально недавно вы возглавили футбольную школу Уфы. Вот что вы скажете насчет молодняка? Вы уже присмотрели резерв для главной команды? Да, это действительно так. Вот чуть больше месяца назад я пришел в футбольную школу Уфа. Сейчас мы, как говорится, на начальном этапе. А что значит присмотрел? Мы сейчас создаем условия для того, чтобы дети развивались тренерским составом, то есть подбор тренерского состава. Вот буквально вчера 2 вернулись с семинара, который проводил Серб Веселинович из футбольной школы «Понедельника». И поэтому пока мы только на начальном этапе. Вадим Рифович, вы пришли не с пустыми руками. В общем-то, мы вам вроде подарки должны дарить ваш праздник, но вы пришли с чем? Что это такое? Это такой элегантный шарфик, причем, скажу, по сезону. И с любимым логотипом города Уфы, уже населения Уфы, футбольный клуб Уфа. Итак, дорогие друзья, вы же понимаете, что этот шарф может достаться тому из вас, кто знает ответ на... Ну вот я даже не знаю, сложный, несложный вопрос. Вадим Рифович, озвучите, пожалуйста, его. Ну, я думаю, что любой вопрос, он должен быть, кроме того, что еще полезным, но и интересным. Поэтому вопрос будет таким. Скажите, пожалуйста, какой самый крупный счет
футбольном матче был зарегистрирован, в официальном футбольном матче, и который даже зарегистрирован в книге рекордов Гиннесса. Цифры нужно озвучить, да? Ну, если получится, да. Самый большой, Самый крупный счет крупный, в официальном матче, который зарегистрирован в книге рекордов Гиннесса. да, счет в футболе. 2-504-500, телефон прямого эфира. У вас есть буквально несколько минут, и этот шарф может стать именно вашим. Вы знаете, я практически предслышу вопросы наших телезрителей, родителей. Так. А как вот ребенку попасть в футбольную школу Уфы? Нет ничего проще, как говорится, набери телефон, и мы тебе ответим. Что, серьезно? Ну, серьезно. Вот меня сейчас радует такая картина. Вот летом это больше заметно, чем зимой. Это вот, я его называю для себя красные движения. Вот идут мальчишки все в красном. Это цвета футбольного клуба Уфа. Это вот с подачи футбольного клуба большинство мальчишек теперь одеты в эти цвета. Но не все родители знают, что, одевшись в эти цвета, еще не все они занимаются в футбольном клубе. Поэтому просьба желающим уточнить, то есть позвонить в клуб. Есть телефон на сайте, официальном сайте футбольного клуба. Есть у нас баннеры по городу. Позвоните и соединим с тренером определенного возраста, и нет вопросов. Слушайте, здорово, у нас есть звонок. Уже? Да, уже. Представляете, доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Вадим. Надо же. Вот представьте, совпадение хорошее. Так, Вадим, скажите, пожалуйста, самый крупный счет в официальном футбольном матче какой был? 24-0, может? Нет. Вот К сожалению, на нет. порядок больше, скажем, мы 24-0, если не ошибаюсь, да? Да. Так, Вадим, у вас есть еще возможность, Раз в 24 5 500, раз в 5-6 6, да. больше, да, даже подсказывает Вадим Рифович. Интернет вам в помощь, друзья. Самый крупный счет в официальном футбольном матче, и этот счет зарегистрирован в книге рекордов Гиннесса. Вот так вот. Да. Достаточно позвонить, вы соедините с тренером, скажете, как с ним связаться. Да. А берут всех подряд или все-таки отбирают, как-то смотрят? На данном этапе у нас идет набор. То есть по прошествии там 2-3 месяца, то есть будет производиться уже отбор, чтобы более, как говорится, те, кто талантливы, дальше двигались. Хотя, я вам скажу, вот моя точка зрения, она в принципе совпадает и с мнением детских тренеров, то, что дети, каждый выстреливает в разном возрасте. То есть они могут и в 13, и в 14, а некоторые и в 19 лет выстрелить. Поэтому это такой творческий процесс. Здорово. Еще один звонок. Ага. Зиля до нас дозвонилась. Зиля, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, Доброе утро. Зиль. Ну, может быть, вы знаете цифру? 149-0. Абсолютно правильно. Зиля, вы фанат футбола? Нет, великий интернет. Надо Великий же. интернет. Спасибо интернету за то, что Да, теперь у Зили есть теплый, шикарный шарфик. Мне Я думаю, кажется, он украсит вас. однозначно украсит. Вадим Рифович, скажите, пожалуйста, а как пройдет сегодняшний день? Как вы отмечаете День футбола? Может, не все же телезрители знают этот счет, то есть объясню, откуда О, он, кстати, да-да-да, точно, 149-0. Как так? То есть 149-0 это был счет зафиксирован в чемпионате Мадагаскара. Но самое удивительное не то, где это проходил матч, а самое удивительное то, что команда-победительница для того, чтобы добиться этого результата, как говорится, не пошевельнула ни пальцем, ни одной ноги, как говорится. Потому что команда, проигравшая в этом матче, накануне играла матч, и судья, по их мнению, несправедливо назначил пенальти, то есть за 2 минуты до конца. И они в знак протеста, по указанию, естественно, тренера, сами же заколачивали мячи в свои ворота. То есть игрокам победительницы оставалось только смеяться и хохотаться. А вот на этой позитивной ноте спрошу у вас, как вы Да. будете отмечать сегодняшний день? Ну, вообще, вот именно 8 лет назад, ровно 8 лет назад, высокие люди в ООН решили, что те 250 миллионов человек, которые увлекаются этим футболом, играют в этот футбол, остались без праздника, несправедливо, и решили, что 10 декабря будет Всемирным днем футбола. Обычно в этот день празднуется каким образом? То есть отмечается товарищескими матчами. Вот у нас тоже в Уфе уже 3 года как проводится мини-турнир. В этом году вот тоже в 12 часов начнется на стадионе «Нефтяник». Команда ветеранов Уфы, команда Уфы, составленная из руководства, тренеры футбольной школы и Уфа-2.
Вот мини-турнир такой будет сегодня в нефтянике. Будет там же отмечены по итогам года тренеры, которые достигли в этом году каких-то успехов, детские тренеры, игроки и так далее. Во сколько начнется? 12 часов. Дня. Да, на стадионе нефтяник. Если вы отдыхаете, мы знаем, чем вы займетесь, чем вы можете заняться в 12 часов дня. Сегодня Всемирный день футбола. Об этом мы говорили с директором футбольной школы ФК Уфа и руководителем одноименной женской команды Вадимом Ахметовым. Спасибо вам огромное, что пришли. Еще раз с праздником. А выхлоп? А выхлоп, это который футбольный выхлоп именно детский, да? Об этом поговорим в следующий раз. Хорошо. Друзья, вы смотрите программу «Салям». Настоятельно рекомендуем вам не переключаться. Сегодня вторник, сегодня 10 декабря. Всем хорошего дня.